Сегодня завершилось самое блистательное событие года – бриллиантовая неделя Якутии. В ней приняли участие российские и зарубежные компании. В течение всей недели в республике проходили различные мероприятия, посвященные алмазогранильной и ювелирной промышленности. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. Ежегодная бриллиантовая неделя Якутии собрала в столице республики более 50 ведущих ювелирных компаний мира. В этом году неделя прошла параллельно с двумя другими масштабными событиями. Третьим якутским международным кинофестивалем и презентацией туристического потенциала республики. Мы предоставим своим гостям, своим партнерам возможность познакомиться с производственным процессом добычи, сортировки, обработки, производства алмазного сырья, производства бриллианта из алмазного сырья. В этом году бриллиантовую неделю открыли выставкой эксклюзивных кукол в Московской галерее Елены Громовой. На ней представлены более 20 кукол из фарфора, папье-маше, дерева, бронзы. Фарфор технически очень трудно воплотить в любом виде. Особенно это трудно в кукле. Нужно специальное оборудование. И такие куклы очень высоко и дорого ценятся. Другое событие, вызвавшее большой интерес у жителей и гостей столицы – выставка «Бриллиантовый вернисаж». На ней ведущие ювелирные компании республики и якутские мастера представили эксклюзивные изделия. Самое дорогое – колье стоимостью более 4 миллионов рублей. Оно выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами разных форм и достоинств, а также редкими радиантами. Радиант – это наиболее редкий по огранке камень. Почему? Потому что он технически более сложен в своем исполнении, и под эту огранку подходят не все камни. Во время бриллиантовой недели не раз говорили о сложном положении ювелиров в стране. Нынешняя экономическая ситуация заставляет компании сокращать производство бриллиантов и самих изделий. Во многом это происходит по причине роста курса доллара, так как сырье реализуется именно в этой валюте. Ювелиры жалуются на дорогое сырье и несовершенство федерального законодательства, регулирующего оборот драгоценных камней и металлов. Эту тему обсудили на круглом столе по вопросам развития алмазогранильной и ювелирной промышленности Якутии. Мы оказываем помощь при содействии с банками, встрече с банками, выработка той или иной продукции банками для именно этого узкого сегмента промышленности. Помимо этого мы отрабатывали вопрос не так давно с акционерной компанией «Алроса» по вопросу снижения, вопросу отсрочки уплаты НДС, платежа НДС. Был у них НДС до 90 дней. Сейчас мы договорились, что акционерная компания имеет возможность предоставить его до 180 дней предприятиям. В рамках бриллиантовой недели состоялось одно из самых ожидаемых событий – международный аукцион алмазного сырья компании «Алроса». В этом году на аукционе были представлены 35 алмазов, из которых продали 25 на общую сумму 1 миллион 130 тысяч долларов. В торгах приняли участие представители 50 российских и иностранных компаний из США, Бельгии, Израиля, Индии, Арабских Эмиратов, специализирующихся на работе с крупными алмазами и бриллиантами, которые имеют высокую деловую репутацию. Другой аукцион уже готовых изделий якутских мастеров прошел сегодня. На нем представили 33 лота, из которых ушли с молотка 11. Общая сумма выручки составила 2,5 миллионов рублей. Также на выставке в сокровищнице Якутии провели конкурс на лучшее ювелирное изделие. Жюри подвело итоги. Победителем объявили комплект компании «Золото Якутии» «Лебединое озеро». Саргаланы Захаровой.